Обращаясь к молодым ребятам, руководитель субъекта отметил: вы должны понимать, что хорошая учеба и тяга к знаниям всегда играли огромную роль в судьбе человека и отражались на его положении в обществе. Далее в праздничной атмосфере за чашкой чая Юнусбек Евкуров говорил со студенческим активом о планах руководства Ингушетии на ближайшие годы. Глава региона молодым людям подробно рассказал о ходе строительства ряда социально значимых объектов, в том числе и планирующихся сдать в эксплуатацию к 20-летию Ингушетии. Летний амфитеатр, мемориальный комплекс «Аллея славы», дворцы спорта и культуры строятся для того, чтобы у ингушской молодежи была возможность культурного отдыха и занятий спортом, добавил Евкуров. И также сообщил, что для любителей быстрой езды планируется построить автодром. Большая специальная площадка будет оборудована с учетом современных технологий. В прошлом году у нас было чуть более 20 миллионов рублей на молодежную политику выделялось, то в этом году мы выделяем 50 миллионов рублей. Понимая, что это основа. А в следующем году будет еще больше. Почему? Потому что мы начали больше собирать налогов. Бюджет начал больше денег поступать. И у нас есть возможность уже даже где-то ужать, но при этом для молодежи больше дать вещей. Мы в этом году начали строительство, вы наблюдаете, наверное, если вы сами ходите туда, я, в принципе, и молодежному комитету, и молодежному правительству, и молодежному парламенту эту задачу ставлю, что не надо ждать, пока объект построится. Я думаю, что сегодня урок истории провести на строящемся мемориальном комплексе, это супер наглядно и супер доходчиво, да? Если кто-то там не был, надо и ректору, и в школах, в старших классах организовать это все. Почему? Потому что не каждый из вас представляет, что это такое. А я знаю, что это, проект сегодняшнего времени. Это проект очень мощный, мемориальный комплекс. Кто-то был там? Ходили? То есть, и надо уметь это все показать, в том числе. Мы сегодня активно ведем строительство дворца спорта. Это же не просто дворец спорта, где 3500 человек будет заниматься спортом, да? Там же будем все мероприятия, потому что молодежные, КВНовские и другие проводить. И в этом дворце спорта будут различные секции, там различные, то есть формы. Это именно дом тоже как молодежи, в том числе, да? В своем большинстве секции, там, тренировочной базы. В том числе мы там делаем 2 зала для фитнес-клубов, чтобы девчонки могли ходить, женщины могли ходить заниматься спортом. Что обязательно надо. У нас оно никак не противоречит никаким вещам. В прошлом году заключено соглашение, и в этом году началось строительство молодежи досугового центра. Хороший центр, мощный центр. Мы в этом году уже проект там согласовали, место определили, начнем строить для сумасшедших, в хорошем смысле слова, автодром. И там же делаем мотодром, и там же делаем роликовые там. Всякие вещи там делаем. И хотим вообще вот там сконцентрировать как бы одну из 6 молодежного такого направления. На этой встрече также присутствовали вице-премьер Иса Дедигова, ректор ИНГУ Арсамак Мартазанов, председатель комитета по делам молодежи Ислам Цычоев и руководители молодежных организаций. Глава Ингушетии, обращаясь к ним, отметил, что при реализации различных молодежных программ необходимо учитывать мнение и интересы тех, для кого создаются эти проекты. В этом вопросе с Юнусбеком Евкуровым большинство согласилось. В рамках общения со студентами руководитель региона подчеркнул, что отличившихся ребят в учебе, спорте и культуре надо стимулировать. Отличительным примером глава назвал поступок студента ИНГУ Мусы Сусуркиева, который ценой собственного здоровья предостерег от гибели многих людей. Не могу сегодня не подчеркнуть не сказать пару слов про нашего Мусу Сусуркиева, который, вы знаете, я сегодня на коллегии МУДа об этом сказал. Проявил максимальное мужество, характер, волю. И когда меня спрашивали в кабинете, за что я получил звание героя, я говорю, я даже не могу вам сказать, за что я его получил, да, вот так. Если человек себя готовит всю жизнь, не то, что специально там он утром в 5 утра встал и только бьется об стенку головой и говорит, я готов совершить подвиг, да, это уклад жизни, это жизнь человека. Вот есть такая песня, есть только миг, да? Есть. А что такое миг? Это, даже в секундном там изображении нельзя решить. Это вот доли, какие-то там, самые маленькие доли секунды. И может я 100 человек, да? И что-то вот такое. И один человек из этих 100 совершит этот подвиг.
Не то, что он готов, он специально там технически, он внутренне готов к этим вещам. И я думаю, что уверен, что Муса вот именно из той среды. И мы видели, когда видео, зная, что это может в любое время взорваться, да, человек думал не о себе, а думал о других людях. Сегодня, Муса, я хочу тебе сказать спасибо за твой подвиг. Главное, что, знаете как, государство оценило поступок человека. Сегодня многие молодые люди, не только молодые, которые совершают поступки, и их мы не видим. Это тоже неправильно. И здесь и ректорату университета, всем надо замечать именно ту молодежь, которая проявляет себя в учебе, в других делах, но при этом не оценивать, надо оценивать. Надо оценить, надо понять, давать понять всем, что если ты хорошо себя повел, значит тебя заметят, все будет хорошо. Еще один немаловажный вопрос, который Юнусбек Евкуров обсудил с учащимися вузов, касался выбора профессии. По мнению главы, в Ингушетии слишком много юристов и экономистов. При этом ощущается острая нехватка квалифицированных технических кадров. Рабочие места для молодежи особенно. Самое больное. Для тех, кто заканчивает вузы, которые получают специализацию. Нужно больше упор делать не на том, чтобы дать человеку высшее образование, а дать ему образование то, которое будет рентабельно в республике, на котором может зарабатывать. Сегодня хороший штукатур, хороший каменщик зарабатывает от 50 и выше тысяч рублей. И мы таких людей нанимаем откуда? Вот я езжу на стройплощадке, вы сами тоже, когда поедете, посмотрите. С Кабардино-Балкарии, с Дагестана, соседи, с Чечни, ну и наши. Сегодня не хватает хороших сварщиков, хороших электриков. То есть это среднетехническое образование, не высшее образование. В завершении теплой встречи Юнусбек Евкуров поздравил студентов с наступающим праздником – Международным днем студента. Пожелал им успеха в учебе и дальнейшем выборе профессий. Приятным сюрпризом стало награждение ребят главой Ингушетии. Лучшим из лучших были вручены почетные грамоты. Пресс-служба главы республики специально для программы «Вести».